Я вас всех приветствую, мои дорогие друзья. Канал Политгараж, как всегда, с вами. И в алмазной столице наконец наступила полноценная весна. Солнышко пригревает, снег тает, на дорогах образовались лужи. Хотя ночью температура опускается до минус 10-12 градусов и идет снежок. Вот, мы передвигаемся по городу. И вот, обратите внимание, количество автомобилей в городе превышает уже предельно допустимые нормы. Потому что в обеденный перерыв, ну или после обеденного перерыва, как всегда, попадаешь в час пик. И зимой такого не было. Это сейчас, вот видите, дорога блестит. Это потому что она полностью растаяла. А снег по краям еще достаточно глубокий, практически по пояс. И он потихоньку стекает на дорогу. Днем температура повышается до 0 градусов. Ночью, как я уже сказал, до минус 12 опускается. Но это уже весна, это уже практически лето по якутским меркам. Да-да-да, друзья, правильно, кто здесь жил, тот знает и понимает, о чем я говорю. Для Якутии это просто благодать какая-то неземная. А мы сегодня проедемся по городу, посмотрим, какие у нас произошли изменения, что новенького. Так что едем, смотрим. Сейчас продвигаемся по улице Аюнского, Платона Аюнского, дом номер 33 с правой стороны. Вот мы сейчас проехали. Один из последних могикан, можно сказать, оставшихся на этой улице, из двухэтажек стареньких. 26-й дом по левой стороне, вот целый еще. Слева видим Молодежный переулок, это уже Жмеринский ГУК. Далее 12-я школа, вот там оранжевая такая. И вот Аюнского 27 по правой стороне еще дом жилой. Далее вот этот крайний дом напротив старой 12-й школы, помните, еще тоже пока люди еще живут, но уже вижу, что в некоторых окошках подъездных уже снесли даже окна. Здание нашего Якутского университета потихоньку расширяется, к нему пристраивают дом детского творчества. Далее, значит, сворачиваем на улицу Московскую, и здесь мы видим новостройки. Вот этот домик. Помните, мы с него снимали наш квадрокоптер, он туда случайно залетел, Московская 7. И далее, вот, смотрите, можно наблюдать почти достроенный. Но это не, конечно, не Московская 7, он там с дробью какой-то, да? Домик практически завершен. Ну, осталось прям совсем немножко, идут отделочные работы. И скоро
скоро мы увидим вот этот чудесную новую девятиэтажечку. Вот смотрите, с этой стороны уже ведутся отделочные утеплительные работы. Я думаю, что в этом году этот дом будет сдан. Поэтому, сами понимаете, время идет. Новое жилье в городе появляется. Хоть и такие кризисные дела во всей стране, но в нашем городе вроде как будто бы все идет по плану. Общежитие университета, вот видите, да? Не знаю, что в данный момент в нем находится, но как бы в период пандемии здесь содержали, значит, на передержке ковидных, не больных, нет, а именно была передержка перед отправкой на вахту. Далее, друзья мои, возле парка, который возле храма находится, начались строительные работы. По застройке этого квартала. Значит, девятиэтажка, скорее всего, либо с переменной этажностью дом будет построен здесь. Вход запрещен, опасная зона, но сваи уже бьют. Вот возле практически последнего дома из Бухенвальдов, вот он, вот этот дом, и еще к нему с той стороны там пристроен Бухенвальд. Общежитие МСМТ, по-моему. К ним скоро будет пристроена новая девятиэтажечка. Так что стройки в городе идут, весна в городе и строительство не прекращается. А вернее, строительные всякие работы начались. В том числе также идет вот эта площадка строительная. Она сразу за этим фонтаном. Да, еще такая новость, короче, на прошлой неделе в городе прошел автопробег. Не тот первый автопробег, это уже второй автопробег. Прошел он под эгидой администрации города или района, точно, я не знаю. Автопробег был в составе где-то порядка 60 автомобилей. Тематика была такая же. Просто первый, конечно, проходил, это был неплановый, чисто не организованный никем, на добровольных началах. А второй, конечно, прошел, значит, сначала прошел в пятницу, был праздник, как это назывался, Крымская весна, так называемое мероприятие. На площади прошел концерт, но, правда, он был очень короткий, и я даже, если честно, не успел никаким образом на него попасть. Хотя Алмазный край освещал данное мероприятие, и потом на следующий день, в субботу, прошел автопробег. Начинался он также на площади Победы, на площади возле городского парка, и далее проследовал по Вилюйскому кольцу. Потом, значит, на Вилюйском кольце круг замкнулся. Если более подробно, можно посмотреть на странице Алмазного края в Ютубе, в Инстаграме. А также все это освещалось на канале Алексей СССР. Он, кстати, участвовал в автопробеге. И там довольно такой длительный ролик. Можно зайти на канал Алексея СССР, посмотреть полностью от начала и до конца. На Алмазном крае там так быстренько это все дело осветили. Кстати, с квадрокоптера также были съемки вот здесь на Вилюйском кольце. Вот мы сейчас как раз его проезжаем. Вопросы задавали, как там удалось им это заснять, но, видимо, они все-таки получили разрешение от Мерлинского аэропорта или от службы безопасности. В общем, я точно не знаю, как это делается. Мой коптер здесь не летает, поэтому все съемки, которые я проводил на Вилюйском кольце, они только с камеры.
Либо с телефона, либо с камеры, с GoPro-шки моей. Так, сейчас мы едем с вами на Верхний Поселок. Попросили мои подписчики заснять магазин «Светофор». Мы там с вами уже были несколько раз. Парочку раз были точно. Там было поступление товаров. И хотелось посмотреть динамику цен. Магазин «Светофор» все-таки является достаточно низкобюджетным. И народ покупает там довольно активно товары, потому что там все-таки более-менее такие приемлемые цены. Сейчас мы заедем с вами и посмотрим. Флаг России развивается над клиникой Лотте Фарм. Эдуарду Викторовичу отдельное спасибо за это. И привет, если вы смотрите наш канал, если вы на нас подписаны, обязательно поставьте внизу лайк. Ну, можете комментарий, конечно, обязательно оставить. Сегодня ветер, ну, такой слабенький, поэтому флаг, ну, не сильно развивается на ветру. Кто не знает, значит, «Светофор» магазин у нас находится на Верхнем Поселке. Сейчас вот мы здесь сворачиваем. Рядом тут у нас находился магазинчик Тайтеина, по-моему. Так, кто там мне машет? Не повезло, магазин закрыт, оказывается, на ревизию, поэтому нам и машут здесь. Ёлки-палки, не успел. Видимо, переоценка все-таки идет. Магазин у нас «Светофор». И рядом, помните, вот здесь магазин товаров местных производителей Тайтеина. Но он закрыт, видите, запечатан напрочь. И никаких движений нету здесь уже много лет. Ладно, возвращаемся в город. В следующий раз заедем, может быть, завтра. И посмотрим, что почем. Но вообще, сказали, пришли машины. И там достаточно хорошо так расширился ассортимент товаров. Ну, мы тогда заедем сейчас в магазин или в Каспий, или там рядом магазин продовольственный. Забыл, как называется он. Империал, нет, не Империал. В общем, увидим. Ляхская 2А. Мегаполис называется магазин. Не знаю, почему такой название. Но из товаров местных производителей здесь нифига ничего нет. Вообще. Сейчас посмотрим. Огурчики вот по 350 рублей. Помидоры 432 рубля. Перец болгарский 468. Красная редиска 175 рублей. Лимоны 336 рублей. Киви 300, груша 300, апельсин 240, мандарин 315. Яблоки из Краснодара 228 рублей. И Молдова 200 рублей. Вот. Что-то они как-то дрябло выглядят. А, вот капуста свежая 162 рубля килограммчик. Кабачки 408. Чеснок 350 рублей. Китайский, наверное. Свекла казахстанская 132 рубля. Морковка 130. А, ну и лук, конечно. Иркутск 72 рубля. Лучок. Фарш из говядины 620 рублей. Фарш из свинины 490 рублей. Так, сейчас на оптовую базу Ермакс съездим. Смотрите-ка, тут машины идут и идут и идут. Фуры последние уже, можно сказать. Все, зимник заканчивается. А официально 1 апреля закрывается зимник. Так, ну еще по трубе некоторое время будут ходить машины. Так, сейчас мы на базу Ермак заглянем. Тут что-то как-то машины как попало стоят.
Так, а тут у нас что? Картофель 90 рублей. А лучок. Нету цены на лук. Лимоны 240 рублей, яблочки по 180-190 рублей, мандарины 240 рублей, огурцы 250 и помидоры 350 рублей. А, вот еще груша по 250 рублей. Только ее нет почему-то. Ну, да, знаменитая алюторская, бочковая алюторская селедочка. 350 рублей. Не знаю, что в ней такого, но говорят, она очень вкусная. Как-то пробовал, соленая сильно. Сосиски классические 330 и 480 рублей. Сыры. Ну, сыры у нас, они все не натуральные, поэтому средняя цена 550 рублей. Яички совхозовские у нас по 100 рублей здесь. Майонез, да, это неинтересно. 150 рублей майонез стоит. Семга мороженое 1100 рублей. Свинина, говядина, я даже затрудняюсь сказать. Свинина 360, шея 530. Окорок мираторговский 370 рублей. Ну вот еще корм для кошек, собак интересный, да? Китикет 28 рублей, Вискас 30, Педигри 28 рублей. Ну как-то, мне кажется, оно столько и стоило. В целом, друзья, исходя из того, что... Сейчас очки одену. В общем, повышение цен произошло какое? Некоторые цены выросли процентов на 30, некоторые остались прежними. Как это, с чем это связано, я имею в виду, что именно такой неравномерный подъем цен, непонятно. Либо это старый завоз, либо что. Ну вот смотрите. Купил соль. Там обыкновенная соль, но единственное написано гималайская розовая соль. Вот эта баночка, да, и пачка. Вместе все 170 рублей. Ну, наверное, вот это 100 рублей, вот это 70 рублей. Конечно, это не показатель. Но мне кажется, вот это, ну, как стоило, так и стоит на сегодняшний день. В магазинах торгового комплекса «Континент», ДНС там и этого такого плана магазинах остатки практически бытовой техники распродали. Что-то еще есть. Особо цены там не поднялись, потому что я вот на прошлой неделе заходил, смотрел, как стиральные машинки стояли, по какой цене, по такой, и они и остались. Может быть, это какое-то такое глобальное распоряжение, им просто не дали поднять цены, а может быть, на этот товар цена не изменилась. И мы едем дальше. Еще помните, я вам обещал показать, что за заграждение тут напротив домов Ленинградской 36А. Вот здесь кинотеатр Якутск. И здесь площадка недалеко, где, помните, я говорю, кормили нас солдатской кашей. А оказывается, здесь у нас огородили, это каток открылся. Не знаю уж, как тут, платно, не платно. Но вообще здорово, конечно, в центре города. Такой вот каточек. Лед, конечно, неровный, нифига, и укатан как попало, но уже ребята и девчата на коньках, конечно, его выкатали напрочь. Я не сомневаюсь, что его тут это равняют или заливают там каждые 2-3 дня. Ну он такой уже вот неровненький.
Вот такие вот, друзья мои, дела. На этом наш выпуск заканчивается, поэтому всем желаю крепкого сибирского здоровья. Обязательно не забудьте подписаться на наш канал. Оставайтесь с нами. Политгараж всегда будет выпускать для вас новые серии. Жалко, что YouTube прекратил рекламу, но ничего не поделаешь, хотя бы спасибо ему, что он нас не выключает и продолжает для нас работать. На всякий случай там на Дзене тоже оставляю свои ролики, точно такие же, как здесь, такие же и там. Старые ролики с видами города Мирного, полетами на квадрокоптере, город с высоты птичьего полета и различные другие, там особенно зоопарк, летние всякие ролики. Также постепенно пытаюсь залить туда же в Дзен. Поэтому заходите и туда, смотрите нас, лайк или дизлайк, и обязательно ставьте внизу комментарии. Все, до новых встреч.